Ты знаешь... Добрый вечер, дорогой. Хорошо, что ты уже пришел. Ты знаешь... Что это? Бензин. Гильберт сказал за ним носить. Ты знаешь, что делать? Везде! Говорю тебе, везде! Положи это и сними берет. Я подам обед. И помой, пожалуйста, руки. Ну, будь добр. Садись. Выгляни в окно! Целый квартал! Говорю тебе, целый квартал! А может быть, и в центре тоже? Садись к столу. Есть будешь? Нет! Посмотри, что медаль, а? Ну посмотри! Мне дали флаг! Видишь? Не всем давали. Смотри! Не высовывайся так сильно. 3-й этаж. Пообедай. Ты ж, наверное, проголодался. Иди. Ты что?
Не понимаешь? Ты разве ничего не понимаешь? Сейчас все там. Ну, посмотри. Эй! 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 Кричи! Эй! 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 Ну все, хватит уже. Ты весь вспотел. Ну, пообедаешь. Ой. Приведешь себя в порядок. А? Не буду приводить себя в порядок. Не буду есть. Я уже поел. А что ты ел? Гороховый суп. И вкусный был. Ага. Говорю тебе, когда мы стояли там, на площади, перед почтой, в шеренгах, вот так я стоял, вот так стоял, видишь, в первом ряду, когда сразу всем раздали факелы, но Гильберт сказал, чтобы не зажигали. Сказал, что все зажжем, когда к нам присоединятся отряды из северных районов. И что зажжем, когда стемнеет. И тогда все вместе! Эй! 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 А потом приехала полевая кухня. Ее нам наш гарнизон отправил, чтобы мы не были голодными. Ага. И каждый получил по котелку и ложке. И повар, тот, что наливал гороховый суп, так он мне 2 черпака плюхнул, а? Представляешь? 2! А хлеба были просто, целые фуры. Каждый мог брать сколько захотел. А? И вкусный был суп. А потом давали шнапс. Мне тоже досталось. Из таких больших зеленых термосов наливали. Не, и только одну порцию. Потому что там столько такое столпотворение творилось. Все стояли один около другого, один около другого. А Гильберт сказал тогда: держи, выпей шнапса, выпей. Тебе нравится Гильберт? Гильберт всегда говорит: еще выйдет из тебя солдат, еще выйдет. А потом, когда мы стояли там, снял и отдал мне свой билет. Видишь? Еще сам значок приколол, видишь, вот. Видишь? Забрал у такого толстого придурка, тот же работает в прачечной. И сам приколол билет, видишь? А? Очень хороший билет.
Тебе идет. И флаг мне Гильберт дал. Видишь? Вот так сказал держать. Вот так. На плече. А факел он тебе не дал? Нет. А почему? А я не знаю. А ты спросил у Гильберта? Нет. Ну, он там стоял и разговаривал с офицерами. Они вот так стояли, вот так вот стояли, видишь, как столбы. И курили сигары. И Гильберт с ними курил. Почему он не дал мне факел? Не знаю. Ну, может, просто старшим давали. Да. Наверное. А Гильберт тогда еще и улыбнулся мне. Сказал, что ботинки у меня хорошо начищены. Сказал, что у офицера ботинки должны блестеть, как у кота яйца. Нет, ну так Гильберт сказал. Сказал, что в такие ботинки можно смотреться, когда бреешься. А я буду бриться. Сейчас побреюсь. Потому что теперь начну бриться. Хорошо. Пойдем в магазин и купим тебе специальное мыло, чашку, вот такой большой флакон одеколона и, конечно же, электробритву. Нет. Необычно буду бриться. Хорошо. Купим обычную. Я видела тут на витрине в магазине возле трамвайной остановки такую элегантную с черной эбонитовой ручкой. У Гильберта есть такая. Он нам показывал, когда точил ее на ремне. Так что такая есть у Гильберта. Ну, вот утром пойдем и купим. Угу. Утром нет. Утром встанешь, позавтракаешь и сразу же побреешься. Лучше не ходи туда. Почему? За бритвой, потому что в том магазине нет бритвы. Нету бритв в том маленьком магазине. Да я же сегодня видела в витрине. Нет бритв в том магазине. Ты лучше сходи в другой магазин. Тот большой, возле вокзала, где ты мне солдатиков покупаешь. Ну хорошо. Но только мне все равно нужно зайти в магазин к господину Хансену, чтобы забрать банку от молока. Я достану тебе другую банку. Потому что того магазина больше нет. То есть он есть, но там нет бритв. И твоей банки тоже нет. Потому что он сгорел. И там воняет. Так что ты уже туда не ходи, потому что там ужасно воняет. Сгорел? Совсем сгорел. Ну не убивайся ты так. Не убивайся. А купишь мне еще солдатиков, а?
Только теперь уже на конях. И пушек купи. И оркестр. Ну, не убивайся ты так, ну. А ты был сегодня у магазина господина Хансена? Не был. Я только на той стороне улицы стоял с флагом, то, что мне Гильберт дал. Ну? И кричал. Что кричал? То же, что и все. А что все кричали? Ну, фу. Фу, так. Потому что когда мы по улице, то все кричали: подбежали к этому магазину, а Гильберт так палкой по стеклу хась. А из того магазина выбежал старик. Вот с таким вот ножом. Так все с теми факелами. Ну, я на той стороне улицы стоял, на тротуаре у стены, с флагом, то, что мне Гильберт дал. Что стало со старым Хансеном? Ничего. Потому что когда все выбежали из магазина, так старый Хансен упал на колени перед Гильбертом, и все горело. А из магазина выбежала его дочка. И как кинется на Гильберта, как цепится в него. А Гильберт так схватил ее так за патлы, и как заорал: ты, курва! И как трясет ей по потлатой башке. Сволочи! Что ты говоришь? Сволочи! Сволочей всегда можно узнать. Гильберт говорит, что всегда может узнать сволочей по запаху, что слышит их за километр. Сволочи! Не плюй на пол. А то что? А то я и так полдня пол мыла и уже затоптался. Трям-трям-трям-трям! Трям-трям-трям-трям! Сволочи! Сволочи! А мы вот так вот маршировали. Вот так, смотри. Трям-трям-трям-трям! Видишь, а? Я все умею. Видишь? Потому что Гильберт мне приказал. Смотри. Видишь, а? Дал мне такую книжку. Смотри. Где все нарисовано, с рисунками. И я всему научился. Не веришь? Смотри. Вот так. Смирно! Встать прямо, носки врозь, руки по швам, голову вверх. А, видишь? А теперь вольно! Левую ногу в сторону, руки за спину. Видишь? Видишь, как просто, а? Ну, видишь? Еще раз. Смирно! Вольно! Смирно! Вольно! А? Видишь, как просто? Попробуй ты. Ну, это не сложно, ну. Смирно! Ну, вольно! Ну это же, я же говорю, это просто. Это очень просто. Ну, да, попробуй, ну. Оставь ты меня! Потому что на самом деле это не так просто. На самом деле Гильберт говорит, что этому нужно учиться всю жизнь. Так говорит. Всю жизнь! Только сволочи так никогда не научатся. Так говорит Гильберт. А я всему научился, видишь, а? Видишь? А? Гильберт говорит, неплохо, неплохо. А ты знаешь, как нужно выполнять? В одну шеренгу передо мной становись! А?
конечно, не знаешь. Потому что это сложно. Ну, смотри, смотри на меня, ну. Они так себя ходят, на площади. Ну, те, кто пришли. Ходят так себе. А ты такой тут, стоишь такой так, становишься так, смирно так, становишься такой, все в порядок, приводишься, так, раз такой встал и кричишь: «Смирно!» Они такие раз таки на тебя так, раз таки стали и тихо так смотрят, так. А ты такой, раз такой, и кричишь: «Вот и Шерьянгов, передо мной, остановись!» И они такие быстренько так становятся, быстро. Сможешь так? Конечно же нет. Ни за что. Конечно, ты никогда в жизни так не сможешь. Потому что это сложно. Может, ты десерт съешь, а? Клубнику со сметаной. Ты никогда так не сможешь. Потому что только мужчины так могут, а женщины нет. Сволочи тоже не могут. Вот ты бы так смогла. Ты бы так научилась. Я нет. Ну, если бы захотела, то научилась бы. Но ты должна научиться. Должна научиться? Да почему? Потому что Гильда говорит, что ты... Что говорит про меня Гильберт? Что ты... То ты тоже научилась бы, если бы захотела. Так говорит Гильберт. Ну, ты должна научиться. Я тебя всему научу. Потому что я уже научился, а? Ну, смотри. Видишь, всему научился, а? А что я должна делать? Ну, все! Потому что когда они едут в лагерь, то спят там в палатках и охрану выставляют. А на учениях стреляют из винтовок. А Гильберт даже из пулемета стрелял. И дежурство есть. А когда ездили на настоящее летное поле, так даже в самолет заходили. А Гильберт даже полетал на самолете. И вот когда одна такая сволочь сбежала от хозяина, так устроили на него охоту. А его нашли в тагу сена. Так подожгли его, эту сволочь. А он стал убегать через поле. Так Гильберт приказал стрелять ему по ногам. И когда он упал, то Гильберт пришел и закурил от него свою сигару. И остальные тоже закурили сигареты. Ну, потому что только Гильберт курит сигары. Ему один такой офицер дал. Я тоже когда-нибудь поеду в лагерь, так сказал Гильберт. Гильберт говорит, что самое главное это порядок. Что во всем должен быть порядок. Что порядок это самое главное. Так говорит Гильберт. Порядок это самое главное. Да. Это самое
главное. Я, пожалуй, пойду спать. Я устала очень. А завтра снова нужно вставать. Ты не пойдешь спать! Я тебя всему научу, Больно. это легко, я тебя всему Да научу, правда, это не больно. сложно, ну! Смирно! Как стоишь, ну! Иди сюда, ну! Ноги вместе ноги, ну! Руки по швам, голову вверх, ну! Ну вот теперь похоже на человека, ну! Еще раз, смирно! Ну! Хорошо, а теперь вольно, ну! Вольно, ну! Что ты танцуешь, а? Левую ногу в сторону, левую, ну! Руки за спину руки, ну! Еще раз! Смирно! Вольно! Смирно! Вольно! А теперь лечь! Гельвер, ты что? Не понимаешь? Я тебе покажу. Стой здесь. Смотри. Лечь! Встань! Видел? Теперь ты повтори, ну. Лечь! Да не так, ты что, не смотрела, что ли? Ну! Еще раз! Лечь! Встать! Лечь! Встать! Лечь! Что? Устала, да? Устала, да? Это хорошо. Нужно утомляться. Отдохни себе, отдохни. Ага. Ну, а сейчас будет еще сложнее. Ага. Ну, отдохнула? А теперь ползи! Ползи, ну! Это не так, ну, смотри, ну! Рука, нога, рука, нога, рука, нога. Поняла? Давай, ну, давай, помогу. Рука, нога, 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 рука. Гельвер, все, я, по-моему, научилась. Не было команды вставать. Давай сделаем перерыв. Не было команды вставать. Ну, дай мне отдохнуть. Я говорю, лежать! Лежать и ползти, ну! Раз, два, раз, два, раз, два. Что ты, ну? Раз, два, раз, два, раз, два, раз, перестань. два, раз, два, Перестань. раз, Гельвер, два. оставь! Должна делать ровно. Ну, Оставь меня, придурок! научись хотел. Господи, А ты ничего не хочешь учиться? Совсем? я не хотела. А ты не вставай, не вставай! Боже правый! Боже правый! Ты ничего не понимаешь! Ну, теперь вставай, ты, ну! Вставай! Смирно! Ну и что? Ну, что ты так стоишь, ну? Нет, А что так больше продолжаться не может. Так больше не может продолжаться. Работай. Ты должна работать. Ты должна очень много работать. Ну, работай. Что я должна делать? Убирать должна. Здесь убирать. Я убираю. А я говорю, тут непорядок. Тут непорядок. И что, ну, нет, так больше не может продолжаться. Не может больше так. Ты должна поехать на учение. Ты должна всему научиться. Ты не волнуйся. Ну, ты просто должна поехать на учение. Вот твоя палатка. Залезай туда. Залезай, ну.
Ну, укладывайся, укладывайся, ну, бегом. Ну, накрывайся. Накрываешься? Ну, удобно тебе там, а? Удобно? Да. Ну, а теперь спи. Спи уже, ну, спи. Да, спи. Спишь уже? Да. Это хорошо. Хорошо, потому что уже ночь наступила. Ночь темнеет. Ночь. Темнеет. Хватит, хватит спать, пойдем, пойдем. Утро уже наступило. Ну, быстро подниматься. А теперь гимнастика. Побежали, побежали, ну. Раз, два. Побежали, ну. А теперь приседания. Раз, два. А теперь отжимайся от пола. Ложись, отжимайся. Раз, два. Ну, видишь? Ну? Видишь? А теперь быстренько умываться. Ну, пойдем, ну. Вставай же, ну. Пойдем, быстро умываться, ну. Быстро умываться, ну. Сюда, ну. Давай, ну. Умываться, ну. Ну, хорошо тебе, а? Хорошо? Полотенце возьми. Так. Теперь я умоюсь. Раз. Хорошо с утра умыться. Сейчас я умоюсь. Ну как? Хорошо? Хорошо с утра умыться, а? Хорошо? Дай полотенце. А теперь будем быстро собрать палатку. Собрать палатку. Быстро собрать палатку, ну. Живо. Собирай, ну. Бегом. Быстро собрать палатку, ну. Живее, ну. Давай. Раз, два, ну. Быстро собрать палатку. Так. Иди сюда. Кто тут спит? Ну. Я. Вонище, грязь, дерьмо одно, ну. Быстро собрать палатку. Живо собрать, ну. Ты должна делать это быстро. Бегом, ну. Быстро собрать палатку, ну. На середину. Быстро, живо собрать палатку, ну. Раз, два, быстрее, ну. Быстрее, время, быстро. Раз, два, ну. Живо собрать, ну. Живо, время, ну. Что это, а? Что ты делаешь не так, а? Я не знаю. Что ты делаешь не так, а? Что? Бедная пустая башка! У тебя бедная пустая башка! Слышишь, как звенит, а? Слышишь, а? Бом! А? И что мне с тобой делать, а? Что мне с тобой делать, а? Какой же он бедный, что у него такая пустая башка. Какой же он бедный. Что у него такая, что у тебя лапша вместо мозгов. У тебя в голове лапша вместо мозгов. Бедный, а?
Знаешь, что говорят в магазине у старого Хансена? Загубленная жизнь. Загубленная жизнь. С этой несчастной. Святое терпение, говорят. А я всегда знаю все, что мне нужно купить. Просто ты пишешь так неразборчиво. Так быстро пишешь. У меня такая глупая голова. Ты научи меня, пожалуйста. Да я хочу, но ты ничего не хочешь запоминать. Абсолютно ничего. Ты должна очень стараться. Очень. Иди сюда, иди. И все запоминать. Чтобы всегда потом отвечать на любые вопросы, когда поедем туда опять. Чтобы мне за тебя не было стыдно, слышишь ты? Не было стыдно. Должна разгадывать загадки и смешные ребусы знать. И слушаться, и думать. Думать, чтоб тебя не обманули. И ничего не говорить. Ты слышишь, о чем я? Ты понимаешь, ты должна научиться. Отпусти! Герри, ты очень умный. Очень умный, слышишь? Очень умный. Я умный. Я знаю, что ты ничему никогда не научишься. Я научусь. Ну, вот увидишь. Тогда я должен задать тебе вопрос. Вопрос должен задать. Потому что надо уметь отвечать на вопросы. Ты будешь спрашивать, а я буду отвечать. Я буду спрашивать. Спрашивать буду. Очень хорошо. Я могу встать. Ты сидеть тут должна, тут сидеть! Это будет сложный вопрос. Хорошо. Сложный вопрос будет. Знаю. Очень сложный. Скажи-ка мне, мой мальчик, что ты видишь в этом кабинете? На кухне. Я знаю, что на кухне, знаю! Я это только так сказал тебе. Другой вопрос задам тебе. Сложный, очень сложный. Ты очень сложные вопросы задаешь. Видишь? Видишь? Скажи-ка мне, мой мальчик, что делают зимой? Зимой, когда ляжешь в снег. Нет. Зимой снег белый, и руки такие красные, и стежки такие мокрые. Мы бросаемся. И ты уголь носишь, и елочку приносишь, и шарики такие разноцветные, и рано темнеет. Темнеет. Я опять один, потому что ты всегда на этой дурацкой работе.
иду к воротам и жду, потому что не хочу быть уже один. И стою на остановке, и снег, и жду, и темно. Видишь, знаешь, что делать зимой. Очень хорошо. Знаешь. Потому что этот вопрос был сложный. Сложный был вопрос. Очень сложный. А теперь скажи-ка мне. Ну? Скажи-ка мне. Что тебе сегодня снилось? Нет! Оставь! Нет, уже нет! Не хочу, нет! Нет, оставь! Нет! Ты не должна задавать мне этот вопрос! Почему ты задала? Какой вопрос? Какой? Все. Ты не должна была задавать мне такой вопрос! Тихо, все. Понимаешь ты? Ты специально задала мне этот вопрос. Чтобы так опять! Чтобы опять так! Ты никогда меня больше об этом не спрашивай. Слышишь? Не спрашивай меня больше никогда об этом. Хорошо. Сделай, пожалуйста, потише радио. Перестань, прошу тебя. Теперь мы будем делать... От меня, наконец, покоя. Ты должна танцевать. Танцевать должна. Ты ведь любишь танцевать, а? Ты же всегда говорила, что любишь танцевать, а? Ну так станцуем, а? Давай, станцуем, а? Ну, станцуем, ну! Отпусти! Герберт, не дергай меня. Это же вальс. Слушайся в ритме. Левая нога, правая нога. Левая нога, правая нога. Да, Герберт. Да.
поцеловала. Выключи. Не выключу. Выключи, говорю тебе. А я знаю, почему ты не хочешь это слушать. Что? Что ты вообще знаешь? Потому что ты всегда плачешь, когда она поет. Оставь меня. Я знаю почему, знаю. Что ты знаешь? Потому что, когда ты получила от ангелочка под елочку, ну, помнишь, когда к нам приходил священник, ну, на праздник, а к нам приходил священник на праздник, так он принес тебе такой маленький конвертик, а в нем диск, где нарисована была эта певица, что сейчас поет. Откуда ты знаешь, что сказал священник? Потому что священник сказал, что это твоя любимая песня, что ты танцевала под нее на своей свадьбе. А я знаю, что такое брак. Откуда ты все это знаешь? Потому что я все слышу. А если закрыть глаза, то слышу так далеко, так далеко. Потому что ты женилась на том мужчине. Гельбер, перестань. Надо говорить. Вышла замуж. Потому что ты женилась. Перестань, Гельбер. Что ты говоришь? И я знаю, как тот мужчина выглядит. Гельбер! У него такая борода, такие усы, такой бант, тут такой белый цветок, а ты такая стоишь вся в таком длинном белом платье, у тебя такой платок, через который все видно. Здесь такие цветы, тут цветы. И такие стоите рядом так, головы наклоня, и так что, улыбаетесь друг другу. Где моя коробка? Где? Там очень важные документы. Где моя коробка? Я не брал ничего, я только коробку взял на солдатиках. Какое право ты имеешь рыться в моих вещах? Ты идиот! Ты орангутанг! Где она? Я только коробку взял для солдатиков. Где она? Солдатики у меня там. Где мои вещи? Вот они. Где то, что было внутри? Что ты с ним сделал? Что? Выбросил. Выбросил, да? Выбросил. Ну да. Ты подлый орангутанг. Подлый. Ух ты, подлый. Отдай, говорю. Ну все, конец тебе. Господи, какая я глупая. Какая я еще глупее, чем ты. Столько лет с этим. Фу! Нет. 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 Знаешь, что это? Я тебя спрашиваю, знаешь, что это? Нет. Не знаешь. А это вызов на квалификационную комиссию. Почтальон сегодня принес на завтрашнее утро. Так что завтра пойдем с тобой в клинику к доктору на разговор. Упакую твоих странных солдатиков, твои игрушки. Ай, беретик, конечно же. На твой беретик. И марш! А доктор, тебя спросит. Скажи-ка мне, мой мальчик, что ты видишь в этом кабинете? А ты замолчишь,
от страха, потому что в твоем пустом горшке ничего нет. А потом придут за тобой санитары, заберут тебя и положат в таком большом зале, где лежат уже 50 таких же придурков, как ты. И вот поиграешь с ними в своих сраных солдатиков. Говори так, Ага. надо так говори. А ночью там выключают свет. И становится темно, очень темно. И когда закрываешь глаза, тогда из головы лезут черви. Я ничего не слышу. Не слышишь? А если кто-нибудь испугается или нагадит от страха, стоят. Вот тогда и завязывают ремнями руки вот так, и делают уколы в дурную башку. А если кто-нибудь не может ответить на вопрос ребус, тогда к их голове подключают вот такие провода и бьют током. Вот так делают. А ты тогда где будешь? Я оставлю тебя там. Ну ты с тобой пойдешь в кабинет, где тот доктор будет меня спрашивать. Нет! Так где ты будешь? А я пойду себе. Пойду. Потому что хватит уже. Слышишь? Хватит уже. Конец тебе. Конец тебе, Гельвер. Конец. Я не выбрасывал это. Только коробочку взял для солдатиков. И ведь их мне теперь много купила. Я только спрятал фотографии и бумаги, чтобы не потерялись. Это тот мужчина, с которым ты поженилась? Да. Тот мужчина. И вы были влюблены? Да. Очень влюблены. И он сказал тебе, поженишься со мной? Нет, он спросил, не окажете ли вы любезность и не выйдете ли за меня? Хорошо сказал. Угу. И что? Ты плакала и смеялась? Это называется быть счастливым и еще возбужденным, да? Я была очень счастлива. Ты влюблена? Очень. Влюблена. Это значит, ты смеялась и плакала? Плакала и смеялась. А глаза у тебя были веселые, а не грустные, как всегда. Так почему ты сейчас с Гельвером, а не с тем мужчиной на фото?
Ведь когда женятся, вместе живут. Живут вместе. А мы поженились? И у них есть дети. Дети есть. А у тебя был ребенок? Да. Был. Есть. Был ребенок. Мальчик или девочка? Девочка. Хорошенькая. И где она теперь? Где твоя девочка? Я с этим мужчиной, с моим мужем, у нас был ребенок. Девочка. Такая малюсенькая. И мы очень любили друг друга, знаешь. И у нас был дом. И небольшой садик. И у нас родилась девочка. А я... Когда она родилась, оказалось, что она очень больна. Такая обезьянка, знаешь. Ну, понимаешь, была такая обезьянка. Такой зверек? Нет. Она была очень больна. И я не любила ее. То есть хотела, но не могла. Это все сначала было так красиво, наш дом и все остальное. Но все изменилось, когда я ее родила. Муж уже не улыбался, он просто сидел на пороге возле двери, смотрел в сад и курил. Курил одну сигарету за другой. А я целый день держала ее на руках, прижимала, целовала и хотела хоть как-нибудь успокоить, потому что она все время кричала день и ночь. День и ночь так ужасно кричала. Целый месяц ужасно кричала. Я просила мужа, возьми ее на руки. Поговори с ней. Улыбнись нашему ребеночку. А он вставал и, даже не посмотрев в ее сторону, уходил из дома. Однажды, когда он спал после работы в кресле, она вдруг совершенно неожиданно перестала кричать. Я взяла ее, прикрыла ей ротик салфеткой, потому что у нее был такой ротик. И положила, так осторожно положила ему на колени. А он вскочил на ноги, и она упала. «Что ты делаешь?» – закричала я. А он выбежал из дома и закричал: «Это не мой ребенок!» Я всю ночь его прождала. А на утро понесла ее в одно место. В больницу? Нет, такое учреждение. Да, в больницу, но только немного иную.
Еще 5 часов утра не было, когда унесла. А когда вернулась домой, муж меня уже ждал. С цветами и с таким маленьким деревянным клоуном, знаешь, его так за шнурок потянешь, а он так руками и ногами дергает. Сказал, что он просит прощения, извиняется, что все обдумал, все понял, что ребенок есть ребенок, и что каждый имеет право жить. И плакал, плакал и улыбался. Сказал, что он всю ночь просидел у священника, что тот ему все объяснил, что он все понял, и это был самый важный разговор в его жизни, в нашей жизни. Говорил, что есть много таких родителей, у которых, такие, другие дети, и их любят еще больше. Так плакал, крепко обнимал меня и сказал, что теперь мы будем очень любить нашу обезьянку. А потом прижал меня к себе и, наконец, сказал: а теперь пойдем. Пойдем к нашей обезьянке. И так потянул меня за руку в комнату малышки. А я стояла, как вкопанная, и мне хотелось умереть, понимаешь, умереть. Я выбежала и побежала. Побежала к этому учреждению, я даже дороги не помню, помню только такие большие железные ворота. Закрытые ворота. А ее там уже не было, нашей доченьки. Нет, там уже не было нашей обезьянки. Я стояла у этих ворот и знала, что это конец. Конец всему. В этом учреждении со мной никто не захотел разговаривать. Они так удивленно смотрели на меня и прогнали прочь. А я знала, я верила, что она там, я чувствовала. Я кричала, я била этих врачей, сестер. Они вызвали полицию и завели меня в кабинет директора этого учреждения. И тогда я вынуждена была подписать бумагу, что больше никогда не буду ее искать. Я рассказала обо всем мужу, и он не пустил меня в дом. Он ударил меня наотмашь и закричал: все, тебя больше нет в моей жизни, ты умерла для меня. Как я ее искала. Везде искала. Все эти годы. Я знала, что я найду ее. И тогда вместе мы пойдем к нему, к этому мужчине, к моему мужу. И он обнимет нас так крепко, так крепко. И ты нашла? Нашла свою обезьянку? Нет. Но Бог знает, как я хотела. Я бы все отдала, чтобы только хоть один раз посмотреть на этот страшненький родной ротик. А потом, когда я уже почти везде побывала, в одном таком большом старом учреждении один седой врач мне сказал, что уже поздно, чтобы я перестала ее искать, потому что ее уже нет. Нет на этом свете.
Потому что таких, как она, не любят. Потому что таких, как она, никто не желает. А только один Бог, добрый. И поэтому призывает их к себе чаще, чем тех других, обычных. И вот тогда я умерла по-настоящему. Ну ты же живая. Я шла из этого учреждения по этой длинной аллее. И каждый шаг мне казался последним. И тогда я встретила тебя, Гельвер. Ты сидел в такой смешной пижаме с голубыми полосками на скамейке под деревом, смотрел перед собой и так удивительно мило улыбался. Сам себе улыбался, болтал ногами и улыбался. И вот тогда мы с тобой заговорили, помнишь? Нет. Ты спросил меня, не я ли твоя мама? Ты не моя мама. А я в твоих глазах, в твоей улыбке увидела надежду. Надежду, что все будет хорошо. Ну, хоть таким образом. И потом ты меня забрала оттуда. Взяла за руку, и мы пошли на вокзал. А там было такое столпотворение, столько людей. А мы сели в поезд и ехали. А потом ты мне купила такую цветную воду. А когда мы уже приехали и вышли из поезда, то тут в магазине, ну, у вокзала, тут, уже у нас, ты мне купила солдатиков. Только это давно было. У меня их тогда, потому что только 2 было. Вот это. И вот этот. Вот. Этот доктор сразу же согласился, и тебя отдали мне. Они там собрали какую-то комиссию, и через неделю мы с тобой были уже здесь. Вот так живем. Сами по себе. Только нам нужно иногда ходить в эту нашу клинику. Нет, мы должны туда ходить, чтобы отвечать на эти вопросы, ребусы, чтобы тебя у меня больше не забрали, понимаешь? И когда мы пойдем завтра туда, а мы должны туда пойти, Гельвер, все будет хорошо, слышишь? Все будет хорошо. А ты поедешь со мной? Поеду и пойду в тот кабинет, и буду держать тебя за руку, как всегда буду держать тебя за руки. Конечно, пойду. Помнишь, если я тебя ущипну, значит, нужно говорить «нет». А если я тебя поглажу, значит, нужно говорить «да». Помнишь? А когда мы в прошлый раз там были, так у меня вся рука в синяках была. А доктор тогда еще сказал: совсем неплохо, мой дорогой мальчик, совсем неплохо. Только рука вся пощипанная была.
Гельвер. Гельвер, а давай я приготовлю ужин. Хочешь, я приготовлю тебе ватрушки. Ты же любишь ватрушки с соусом и поджаркой. Ага. Только я сам буду катать шарик. Только смотри, тесто-то не таскай, а то опять живот начнет болеть. Гельвер, слушай меня внимательно. Гельвер, слушай меня внимательно. Сейчас ты должен убегать. Убегать? Нет, Гельвер, слушай. Ты теперь пойдешь. Ты должен будешь идти, Гельвер. Идти, постой. Сейчас одеваемся. Сейчас, Гельвер. Идти. Сейчас. На, Гельвер, одевай рубашку. Пальто. Давай. Молодец. Так, Гельвер. Да. Пальто. Пуговицы. Молодец. И ремень. Ремень, Гельвер. Вот. Помогай мне. Помогай. О! И билет. Билет, Гельвер. Ой. Какой красивый у тебя билет, Гельвер. Ну, ты похож прям на настоящего солдата. Да, Гельвер. Ты присядь, а я приготовлю тебе рюкзак. Так значит, у тебя есть рюкзак? Да, Гельвер, я же просто забыла про него. Просто забыла. Гельвер, запоминай. Я кладу тебе буханку хлеба, колбасу, 3 яблока. Носки теплые. Гельвер, знаешь, что ты не любишь. И рубашку. Гельвер, и рубашку. И еще. Сейчас, Гельвер. Вот, Гельвер. Это деньги. Здесь очень много денег. Возьми их и спрячь. Спрячь в ботинок. Давай, вот, прячь в ботинок. Жмет. Это не страшно. Расходишь, Гельвер. Расходишь. Это будет только наша с тобой тайна. Понимаешь? Хорошо. Это будет только наша тайна. Наша тайна будет. Да, ну все. А вот рюкзак. Надевай рюкзак. Ну, теперь ты, Гельвер, готов к поездке. Я еду на учение. На учение еду. Гильберт сказал, что я поеду на учение. Это будет долгая экспедиция. А что такое экспедиция? Это больше, чем учение. Понятно? Понятно? Сейчас. Держи. Бери его с собой. И
и подними его высоко, и тогда никто. Потому что мне Гильберт дал этот флаг. Да, да. А теперь слушай меня внимательно. Смотри мне в глаза, Гельвер. Смотри и внимательно слушай. Сейчас ты выйдешь из дома и пойдешь прямо на вокзал. Найдешь дорогу сам. Молодец, молодец. Вот. И на вокзале будет много, очень много народа. Очень много. Они будут бегать, кричать, плакать. Но ты не волнуйся. Ты не волнуйся и даже не переживай. А перед вокзалом будут стоять грузовики с войсками, жандармы с факелами и вот с флагами. Такими как этот, что мне Гильберт дал. Да, Гельвер, да. И ты пойдешь мимо них, подними высоко этот флаг. Да, и тогда И буду кричать: сволочи! Сволочи! Делай. Ты очень умный, Гельвер. Просто замечательно. Молодец, молодец. Но если тебя кто-нибудь остановит, ты скажи, что это Гильберт дал тебе этот флаг. Потому что мне Гильберт дал этот флаг. Да, и он приказал тебе идти на вокзал, и ты должен туда прийти, потому что только Гильберт дал тебе приказ. А Гильберт сказал... Слушай меня слушай, Гельвер. Найдешь кассу, знаешь, где она? Да. И попросишь 1 билет в Эльмит. Повтори. 1 билет Эльмит. Молодец, молодец. Это там находится то учреждение. Помнишь, тот большой дом? Это откуда мы приехали? Правильно. Гельвер, сейчас. Вот, Гельвер, возьми еще деньги. Это деньги на билет. Да, положи и под билет. Положи их под билет, да. Когда... Слушай меня. Когда купишь билет, его тоже положи под билет. И билет не снимай. Хорошо? Поезд жди на перроне. По перрону не ходи. Вот стой и жди. А когда придет поезд, ты беги к ближайшему вагону и влезай вовнутрь, в купе, через окно. Ну, влезешь? Влезу. Молодец, Гельвер. Влезешь. Ну. А теперь иди, Гельвер. Тебе нужно идти. А куда идти? Туда, откуда ты меня забрала и привезла сюда? Да, сюда? Да, это будет последняя станция. Эльмит. Повтори. Эльмит. Да, последняя, потому что все начнут выходить. И ты выходи вместе с ними, иди прямо по длинной аллее, да? Прямо к интернату. Туда, откуда ты меня привезла? Правильно. Домой. Домой. В твой дом. Настоящий твой дом. А тогда зачем мне туда ехать? Слушай меня, Гельвер. Ну, ради Бога. Приедешь туда, в это учреждение, и скажешь, слушай внимательно, скажешь, что у тебя очень важная информация для доктора Гердмана. Гельвер, повтори. Для господина доктора Гердмана. Правильно, молодец. Для господина доктора Гердмана. Но это такой старичок, он вот такой у него бородень, такие вот очки. Он добрый, очень добрый. И он тебя помнит. И скажешь ему, что направила тебя сюда Карла. Повтори. Карла сказала мне приехать. Правильно. И Карла. жди меня там.
Ведь это ты? Ну да, я. Ты меня там жди. Жди, спокойно жди. Я к тебе приеду, ну, через какие-нибудь там 2 или, ну, там 3 дня я к тебе приеду, обязательно. А ты тогда где будешь? Я? Я улажу тут все важные дела и сразу же к тебе приеду. Правда? Конечно, Гельвер, я приеду. А теперь... Правда? Правда. Теперь иди, Гельвер, иди. Ой, нет. Иди, пожалуйста, иди, пока еще можно. Ну ты приедешь за мной? Я, конечно же, приеду. Я обязательно приеду. Иди, Гельвер, я прошу тебя. Иди. Я бы хотел... А теперь иди. Я бы хотел... Иди, пожалуйста. Я бы хотел... Иди, я прошу тебя. Чтобы ты улыбнулась мне. Как тому мужчине на фотографии. Тому, твоему мужу. Чтобы так за руку. Так под руку держали друг друга, чтобы так головы наклонили, как на той фотографии с тем мужчиной. Потому что если бы теперь здесь была такая девочка, такая обезьянка, про которую ты говорила, то я бы не кричал ни на нее, ни на тебя. Я бы играл с ней и учил бы, потому что учил бы. И солдатиков бы ей давал, и так на колени, и гладил бы ей личико. Потому что ты не моя мама. Иди. И такая жена. Иди. Но ты немножко моя мама. И немножко такая. Потому что я теперь немного смеюсь, немного плачу. Это значит, что я тебя очень тебя, Гельвер,
ботинок у меня на лестнице сорвались. Когда я по лестнице бежал, флага тоже нет. Его у меня Гельберт забрал и сломал, потому что я его не отдавал. Ну, потому что мне Гельберт его дал. Гельберт дал, а его забрал. Сейчас, Гельвер. Родной, скажи, почему у тебя такой вид? Что с тобой случилось, Гельвер? Потому что, когда я побежал на вокзал, то тут сразу возле ворот тот прыщавый, тот, что всегда кричал нам вслед, напомни, помнишь, на улице? Ага, помню. Как закричал: Геллер! Геллер, дебил! Хватай Геллера! Лови, сволочь! Не говори ничего, не говори. А потом выскочил из грузовика и другие с ним. Я их хорошо знаю. Они мне подножку подставили. Били меня, били сюда. А про тебя так плохо говорили, что ты... Не говори. Что ты со мной, что ты, сволочью, такое выделываешь. Так говорили, сказали, Гельвер. убьем тебя и эту твою. Гельвер. А потом схватили и бросили в грузовик. А там одни дураки были. И эти дурачки смеялись, когда их били. Только некоторые плакали. Я не плакал. Молодец. А офицер сказал: в клинику их и шлюз с ними сделайте. А я тогда как выскочил из грузовика, они все попадали, и убегал. Молодец. А когда убегал, так они у меня билет сорвали. Так что тех денег, что на билет были, их нет. Это не страшно, Гельвер. А те, что это в ботинке, они есть. Они есть. Вот. Гельвер. Вот они. Гельвер. Гельвер. Это теперь не важно. Это теперь не важно. Не важно. Держи. Это теперь не важно. Не важно. А когда я выбегал, тут же, возле ворот, меня встретил наш священник. Он был весь побитый и в грязи. Сказал, чтобы я быстро, срочно бежал к тебе домой. Правильно, Гельвер, правильно. Молодец. Больше ничего тебе не сказал наш священник. Сказал, что он... Молитесь с Карлой. Молитесь за себя, за него и за всех. Сказал, что возвращается в храм, потому что храм горит. Знаешь, храм горит. Да. И будет молиться за себя, за нас и за всех. Да, Гельвер. Наш храм горит. Сейчас мы будем
Знаю. Сейчас мы будем молиться. А я знаю, как нужно молиться. Ангел Божий, мой хранитель, хранитель ты моей души. Ну ты что? Ну ты вставай, вспоминай молитву, повторяй. Ангел Божий, мой хранитель, хранитель ты моей души. Храни меня во все минуты, храни меня во все часы. Гельвер! Что? А знаешь что? Мы будем играть в мозаику. А как в нее играть? А я тебе сейчас все объясню, все покажу. Помогай мне убирать свечу. Молодец. Я чемодан. Стакана воды с вишневым сиропом. Давай. Да? Вишневый. Холодный. Это ведь мои таблетки. Да, Гельвер, да. Но теперь мы будем ими играть в мозаику. Но ведь это те самые таблетки, которые ты покупаешь в аптеке у госпожи Керстен. Да, да. А у нее в шкафу стоит скелет. И она всегда говорит мне: пей таблетки, Гельвер, пей, не то скелет придет за тобой. А зачем она так говорит? Я ведь эти таблетки глотаю и глотаю. Ты очень хорошо пьешь таблетки, очень хорошо. Нет, ну правда, ты и так иногда кривишься. Кривишься. Потому что они прилипают к горлу. Все равно хорошо пьешь. А тот скелет в аптеке, знаешь, он бумажный. Так значит, он не придет за мной? Нет, не придет. Гельвер, видишь, три бутылочки, 3 баночки. И видишь, они все разноцветные. Видишь, какие разноцветные? Да. А теперь я их высыпаю. Это зеленые. Ты мне их всегда даешь утром и всегда по 2. Чтобы день был ясным и удачным. И чтоб руками не махать. Угу. Видишь, оранжевые какие. Эти вот оранжевые. Всегда после обеда. Чтобы я мог учиться и запоминать. И умную голову иметь. Ты умный, Гельвер. Ты очень умный, очень. А вот эти белые всегда перед сном. Чтобы мне снились только хорошие сны. Чтобы я спал
и спал. Потому что когда спишь, ну тогда спишь. Вот. Давай с тобой выложим разноцветный домик. Давай. Давай. Только как мы его будем выкладывать-то, а? Ну, сначала такой квадратик. Гельвер, давай выпьем 2 таблетки. Мы же не пили таблетки перед сном, а уже так поздно. Совсем не поздно. Не поздно? Ну, давай тогда их выпьем и запьем нашей водой. Давай. Гельвер, давай выпьем еще 2 белых, 2 оранжевых и 2 зеленых. Тогда нам утром не придется пить, правда? Хорошо. А какого цвета таблетки тебе нравится больше всего? Все, но больше всего, наверное, зеленые. Зеленые. Потому что они самые сладкие. Ты, наверное, уже не смог бы выпить их больше, да? Смог бы. Смог бы. Какие? Ну, давай, 4 зеленых, 4 оранжевых и 4 белых. Выпьешь? А? Выпил. Это несложно. Они же такие приятные, разноцветные и сладкие на вкус. А ты любишь сладкое у меня? Любишь? Нет, ну я сладкое. особенно люблю, когда ты печешь оладьи или хворост. Или такие кошачьи глазки с мармеладом внутри. Люблю сладкое. Ты мой сладкоежка. Давай тогда выпьем еще белых, оранжевых и зеленых. Давай. Только ты их подержи подольше во рту, и тогда скажешь, какие из них самые-самые сладкие. Только держи, подольше подержи. А ты что будешь выкладывать? А что ты хочешь? Ну, выложишь что-нибудь, чтобы я не был таким, знаешь, таким, чтоб Гельвер не был так. Ты самый любимый, Гельвер. Ты самый хороший. Ну, самый добрый и самый-самый любимый. Ну я ведь такой. Я бы так хотел, чтоб так. Ну, у меня так не получается. Все получится, ты сам. И чтоб в голове не было этого, ну, чтобы так, ну, не было этого. Самый умный, Гель. Самый мой любимый. Я, наверное, больше уже не смогу выпить. Самый мой дорогой. Я много этих уже таблеток выпил. Живот разболелся. И голова. И тут. Послушай, как пьет
Свет. Как машина. Тук. 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 Я спать хочу. Обнимите меня крепко. Крепко, крепко. И по лицу так сделай. По лицу. Потому что мне Гильберт дал. Гильберт дал. Здорово. Мама. Мама. Прости меня. Прости меня, Господи.